Безусловно, 2020 год по части проведения спортивных состязаний из-за пандемии стал самым неудачным. Отменились многие старты, в том числе и международные. Бурятским спортсменам, чтобы продолжить свой тренировочный процесс, пришлось прибегать порой к самым немыслимым способам, но при этом соблюдая все санитарные требования. К примеру, бурятские пауэрлифтеры, эти люди занимаются поднятием тяжести, штанги, устраивали свои тренировки в гаражах. Легкоатлеты обосновались в полях и лесах. Благо, кросс можно бегать хоть на открытом пространстве, так и по пересеченной местности. Ведущие наши спортсмены разъехались по деревням и там набирали форму. Пловцы – отдельная история. У кого-то дома имелся бассейн, но их единицы плавали там, чтобы не забыть вкус воды. А вот большая часть устраивала заплывы на табуретке в квартире. Сухие тренировки и общая физическая подготовка. Занятия на том же турнике не давали мышцам расслабляться. Но этого было явно недостаточно. Тяжелее всего пришлось контактным видам спорта. Запрет на их тренировки продолжается до сих пор. О начале спортивного года без пандемии. Сразу после новогодних каникул стало известно, что в программу летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Сенегале, вошло УШУ. Об этом официально заявил Международный олимпийский комитет. У бурятских ушуистов шансы на попадание в сборную России по ушу на юношеские Олимпийские игры очень высокие. Бурятская федерация уже более 10 лет входит в тройку лучших из 50 спортивных федераций республики. К тому же является одной из самых сильнейших школ в России. Из года в год мы показываем высокий уровень и высокие результаты на каждых соревнованиях. И каждый год действительно это очень сложно подтверждать, что ты лучший. За годы существования бурятской школы УШУ были подготовлены заслуженный мастер спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 14 мастеров спорта России. В помощь федерации нашей республики как никогда, кстати, стала недавно открытая и обновленная школа УШУ «Золотой дракон». Она занимает более 1000 квадратных метров. Всего же за места на юношеской олимпиаде будут бороться представители 148 стран по числу зарегистрированных в мире спортивных федераций по данному виду спорта. Это известие подтолкнуло бурятских ушуистов вновь активно защищать свои позиции на состязаниях российского уровня. В начале года бурятские ушуисты принимали в физкультурно-спортивном комплексе чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа. Чуть позже ушуисты Бурятии завоевали 84 медали на 2 российских турнирах. Сборная Бурятии выступила на международном турнире «Московские звезды» УШУ. В этом году он стал самым многочисленным за всю историю турнира. В феврале в Москве собралось около 1000 спортсменов из 19 стран мира. На этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 54 медали, в том числе 21 золотую. А в начале марта представители Федерации УШУ Республики на чемпионате первенства России, которые прошли в Москве, завоевали 30 медалей, в их числе 7 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых. Напомним, что у ушуистов в этом году прошел ряд состязаний, в том числе онлайн-чемпионат России, чемпионат Европы, плюс официальный чемпионат страны уже в конце года. Ну а пока об олимпийских видах спорта. В этом году бурятские спортсмены впервые в истории завоевали 4 золотые награды. Гран-при Иван Ирыгин в Красноярске. Первый медальный зачет открыл Александр Богомоев. Он завоевал золото в весе до 61 килограмма. В финале Богомоев встретился с обладателем Кубка мира Рамазаном Ферзалиевым. Счет поединка 11-5 в пользу лидера бурятской команды. Для Александра это 3-я победа на Гран-при Иван Ирыгин. Второе золото завоевала Мария Кузнецова, как и в прошлом 2019 году в решающей схватке против Марии Кузнецовой, на которой вышла японская спортсменка. Мария завершила поединок в сухую 8-0. Заставил всех понервничать Балдан Цыжипов. Когда до окончания поединка оставалось менее 2 минут, он проиграл 5 баллов. Проявив мастерство и силу характера, Балдан смог повернуть ход схватки в свою пользу и, проведя несколько атак, выиграл поединок с разгромным счетом 14-6. Ребята до Ерегинского турнира проходили 2 сбора на Кавказе. Это в Дагестане, в Северной Осетии, Алании. Ну и дома тоже готовились. 4-е золото в копилку сборной Бурятии принесла Вероника Чумякова. Отметим еще 2 бронзовые медали для нашей республики: Евгения Жирбаева и Даши Шеростепанова.
После Ярыгинского турнира бурятские борцы отправились на чемпионат Европы, и тут Александр Богомоев повторил золотой успех Европейских игр 2015 года. Спустя 5 лет бурятский борец вновь поднялся на высшую ступень европейского пьедестала почета. Как и в 2015-м, здесь на чемпионате Европы в финальной схватке весовой категории до 61 килограмма Богомоев встретился с грузинским спортсменом Беке Ламтадзе. Богомоев активно блокировал попытки своего оппонента провести прием. В итоге счет схватки 3-2. В завершающий день чемпионата супертяжеловес Балдан Цыжипов стал бронзовым призером. Еще 2 бронзы у Стальвиры Оршиш и Марии Кузнецовой. Для Марии эта бронза стала второй в ее спортивной карьере. Кстати, в этом году отличились и глухие спортсмены. На чемпионате России они завоевали 7 медалей, 4 из них золотые и первое общекомандное место. Бурятский борец Александр Цактоев завоевал золотую медаль на чемпионате России по вольной борьбе среди глухих, который прошел во Владимире. В чемпионате участвовало около 120 спортсменов из 22 регионов России. Последние 8 лет Александр Цактоев остается непобежденным на чемпионатах страны. Я не помню, честно, сколько раз я был чемпионом России. Все медали со всех соревнований складирую в шкаф. Там килограмм 40 накопилось. Самая ценная награда – это когда я на Сурдолимпийских играх взял в 2009 году золото. Она очень красивая, дорогая для меня медаль. Отметим, что на чемпионате России серебряными призерами стали Руслан Тарпинкеев и Николай Капустин, а бронзовым призером Баир Женаев. И вновь вернемся к неолимпийским видам спорта. Федерация тэквондо Республики Бурятия в начале года завоевала медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа. И таких побед, даже несмотря на пандемию, было немало. Наша команда, как и полагается хозяевам соревнований, самая многочисленная. Со всей республики в Улан-Удэ собралось порядка 200 лучших спортсменов. Я свою главную задачу вижу – это развитие личности и человека, чей спорт. И не все дойдут до чемпионата мира, не все станут заслуженными мастерами спорта, но многие из этого пройдут через спорт и возьмут для себя очень важные вещи. Доверить право проведения соревнований ДФО в Бурятии поручено после организации в прошлом году первенства России. Оно также прошло в ФСК. В этом году на Даянге собралось более 300 тэквондистов. Бурятские каратисты стали чемпионами России. Впервые в истории этого вида спорта наши спортсмены завоевали медали в дисциплине ката-группа. 3 воспитанника спортивного клуба «Черный пояс» стали чемпионами в категории ката-группа 14-15 лет. Также бурятский каратист стал призером всероссийских соревнований Кубок маршала Покрышкина. Тарбат Раднасамбу завоевал серебряную медаль в кумите спарринга среди юношей 16-17 лет, весовой категории до 55 килограммов. На этом я не собираюсь останавливаться и планирую в ближайшее время принять участие в первенстве России по карате. Бурятию на турнире представляли 9 каратистов. Стоит отметить, что Тарбат – первый спортсмен из Бурятии, ставший призером всероссийских соревнований по карате, проводимых по олимпийским правилам. В свою очередь, бурятский спортсмен Бату Бадархаев завоевал золотую медаль Кубка России по тайскому боксу. Бадархаев очень долго шел к этой награде, ему откровенно не везло. На российских состязаниях он занимал то 2-е, то 3-е место. В прошлом году в финале Кубка России Бато получил серьезную травму плеча. Восстановился и твердо решил вновь принять участие в состязаниях. В этом году Бадархаеву противостоял спортсмен команды Москвы. До финала Бату дошел уверенно. Финальный бой начал хорошо, обыгрывал своего визави. Но вдруг нарвался на встречный боковой удар рукой. Упал. Был тяжелый нокдаун. Бату с усилием поднялся. Рефери отсчитал до 8. Бату показал, что может продолжать бой. Но было заметно, что наш боец еще не до конца восстановился. Отметим, что это первое золото бурятского спортсмена за 20 лет его спортивной карьеры именно в Кубке России. В ноябре 4 спортсмена Союза тэквондо вошли в состав сборной России. Отборочные соревнования чемпионата и первенства России по тэквондо прошли в подмосковном Андицово. Отбор шел среди спортсменов, имеющих черные пояса. В состав сборной страны вошли чемпионы Иван Багулов, Антон Шмаров, Дмитрий Петухов и Екатерина Локтева. А уже в декабре турнир «Московский вызов» – один из крупнейших состязаний тэквондистов в стране. Ежегодно в нем принимают участие до 2000 человек, от юниоров до взрослых. Ребята наши выступили очень хорошо, показали себя достойно, отстояли, так сказать, честь республики. В целом копилка бурятских тэквондистов в состязаниях на московском вызове пополнилась 30 медалями, 8 из них золотые.
Ну, конечно, нельзя не вспомнить о состязаниях, которые прошли внутри республики. О себе напомнили бурятские автогонщики, а также прошли всероссийские состязания «Лыжня России». В Улан-Удэ на карьере поселка Сужа прошел первый этап сибирской кросс-серии. В этом году соревнования получили статус международных. Показать свое мастерство приехали спортсмены Монголии. В этом году вместо привычных 3 заездов любителям быстрой езды пришлось выходить на старт 13 раз. Длина круга почти 1,5 километра. Нужно идти дальше, пробовать новое, нельзя останавливаться на прошлом, когда лет 10 назад, 20 гоняли, все меняется, и это, я думаю, правильное решение. Только одному улан-удэнцу Владимиру Жидовецкому удалось попасть на пьедестал. У него бронзовая награда. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоялась в Улан-Удэ. Любители лыж и активного отдыха на природе вышли на старт на трассе в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке. От дошкольников до ветеранов участниками «Лыжни России» стали практически 2500 улан-удэнцев. Капитошка! Выигрывать нравится. Да. Ага. Как настроение? Хорошее. Сегодня такой большой праздник «Лыжня России». И вот пришел с внуком. Отметим, что в нашей стране массовые лыжные гонки проходят с 1982 года. Бурятия к этому спортивному празднику присоединилась 13 лет назад. В 2020 году на старт «Лыжни России» вышло 1,5 миллиона россиян. Ну а дальше, как говорится, понеслось. Из-за пандемии в Улан-Удэ отменили чемпионат России по вольной борьбе, который должен был состояться в конце апреля. Как сообщил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов, турнир перенесен на неопределенный срок. Все мероприятия республиканские у нас отменены с сегодняшнего числа. Также мы получили письмо Министерства спорта Российской Федерации, где прописаны ряд условий. Также говорится об отмене всех международных стартов, выездов за пределы Российской Федерации. Решение принято исходя из рекомендаций Минспорта России, опубликованных 18 марта. Федеральное ведомство рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения. Ранее отмена не касалась отборочных соревнований. Лишь только в конце первого месяца лета была поставлена точка в остром вопросе об открытии фитнес-центров в Бурятии. С 26 июня они получили разрешение на работу. Главное условие – обязательное выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Объем загрузки помещения должен быть не более 25%. Это было согласовано в Улан-Удэ на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с соблюдением этих рекомендаций все фитнес-клубы могут открыться. То же самое касается групповых занятий, то есть если была группа 20 человек, то сейчас она может функционировать в количестве не более 5 человек. Эти занятия можно осуществлять бесконтактным, неигровым способом. Напомним, в начале июня в адрес главы Бурятии была создана петиция, которой представители спортивной и фитнес-индустрии просили возобновить их работу. Центральный стадион на набережной реки Селенга открыт был еще 5 июля. Первыми на рубеж вышли бурятские лучники. Сборная команды республики стала проводить здесь свои тренировки ежедневно. У меня уже был приготовлен щит дома в квартире, и я стреляла в комнатке буквально там расстояние 2,5 метра. Ну, вы сами понимаете, квартиры там особо не раскинется душа. Лучники стреляли с 10 утра до 4 часов дня. Следующие 2 часа – время легкоатлетов. В первую очередь на центральный стадион запустили профессиональных спортсменов, членов сборной Бурятии. Необходимо, конечно, напомнить и о женской борьбе. Представительницы прекрасной половины в этом сезоне выступили достойно. Они завоевали 5 медалей на чемпионате России, который прошел в Казани. Этот чемпионат России стал первым стартом после длительного перерыва, и он показал, что наши спортсменки являются одними из сильнейших в стране. Команда состояла из 10 бориц, и половина из них завоевала медали чемпионата. Позже Вероника Чумякова и Мария Кузнецова выиграли международный турнир по женской борьбе Poland Open.
Для победы в финальной схватке чемпионки России 2020 года Вероники Чумяковой понадобилось чуть больше 1 минуты. Она выиграла у своей соперницы, чемпионки Европы 2019 года, многократного призера мира МС Барка из Венгрии со счетом 12-0. Хочу поблагодарить своих тренеров Цидинжа Бальжанимаевича и Наталью Владимировну, выразить свою признательность Республике Бурятия за веру и поддержку в меня и постараюсь оправдать ваши надежды. Мария Кузнецова в финальном поединке с призером молодежного чемпионата 2019 года Ириной Рангич из Молдовы заняла лидерскую позицию. Итоговый счет встречи 11-6. Победила Кузнецова. Евгения Захарченко по итогам соревнования стала бронзовым призером турнира. Уже в декабре Вероника Чумякова завоевала бронзу Кубка мира. Она встретилась с призером чемпионата Европы Аленой Колесник из Азербайджана. Ее медаль стала единственной для команды Бурятии. 5 медалей у бурятских боксеров – такой итог чемпионата Дальневосточного федерального округа, прошедшего в Улан-Удэ. Финальную часть соревнования прошло 3 спортсмена Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва – Баир Батлаев, Даржо Дахаев и Альберт Гатаулин. Баир Батлаев выиграл с единогласным решением судей. Я думаю, тоже очень хорошо поработал, в принципе, да. А второй бой Альберта тоже мне очень понравился. Мне показалось, что он первый раунд выиграл хорошо, он был активнее по всем этим основным критериям, он и доминировал, и красота была. В этом году состоялась и 7-я Всероссийская летняя универсиада. На нее съехалось более 3500 участников. Впервые в истории бурятского волейбола. В ней приняли участие сразу 2 улан-удэнские команды. 6 медалей и 4 игровые площадки. В мужской и женской части турнира играло по 13 сильнейших команд России. Костяк бурятских команд составили студенты Бурятского госуниверситета. По результатам состязаний мужчины вышли на 4-е место. Прекрасная половина оказалась на 6-й позиции. В целом показали себя неплохо по игре, потому что это 13 сильнейших команд страны, которые приехали. В том числе в этих командах встречаются игроки чемпионата России, которые играют в высшей лиге Б, а в молодежных составах. И под занавес уходящего года чемпионат мира по боксу среди женщин, который состоялся еще в 2019 году, был признан лучшим туристическим событием России. В Екатеринбурге состоялось награждение национальной премии в области событийного туризма. Мне бы хотелось отметить, что чемпионат мира, который прошел в нашей республике, проводила не только Республика Бурятия, проводила вся наша страна. И мы представляли страну. Отметим, что в 2021 году Бурятия планирует принимать сразу 2 чемпионата страны по мужской и женской борьбе. Но в календаре могут произойти свои изменения. Так или иначе, где бы те или иные состязания не состоялись, в которых участвуют бурятские спортсмены, мы ждем от них достойного выступления и наград. С Новым годом! И будьте здоровы!